ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 10:00. Митинг у знака памяти возле историко-краеведческого музея. Ежегодно у обычного серого камня собираются люди, чтобы почтить память жертв политических репрессий. Для нашего города эта трагичная дата особо значима. С 30-х по 50-е годы прошлого века Ухта была печально известной столицей Ухпечлага. Свою смерть на невыносимо тяжелых работах находили ученые и писатели, музыканты и артисты. Политзаключенными были авиаконструктор Бруни, автор ухтинского памятника Пушкину, и журналист Володарский, первый назвавший в своих стихах Ухту жемчужиной Севера. Перечислять можно бесконечно. В картотеке МВД было больше 1 100 000 личных карточек заключенных, которые числились в Ухпечлаге. Огромное количество попали сюда из-за анонимных доносов. Это кто-то написал, что кто-то рассказал, не подписываясь, что такой-то Петров, Иванов или Сидоров рассказал политический анекдот. И этого человека сажали без суда и без следствия. Но кто-то же писал эту анонимку. То есть, понимаете, в чем дело? Сталинская система – это страшно. Но еще люди, которые жили в этой стране, они тоже несут свою ответственность. По данным на 1952 год среди заключенных было только 30%, кто нес наказание по уголовным делам. Все остальные были политическими. Также на территории Ухты и пригорода проходили расстрелы. Доподлинно известно, что одним из мест массовых расстрелов стала река Ухтарка. Также проводили казни и в нынешнем местечке Заболотное. Последние жертвы этих расстрелов были похоронены в прошлом году. Их останки обнаружили при земляных работах. Но, по примерным подсчетам историков, на бывшем месте лагерных бараков погребены по меньшей мере еще 100 человек.